президент Кыргызской республики Садыр Нуркоджоевич Джапаров и президент группы «Альянс» Муса Юсупович Бажаев. С нами на прямой связи председатель правления банка ВТБ Андрей Леонидович Костин. Добрый день. И с нами на прямой линии президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Привет. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Жер кеңдеги Талас алтын комбинатын ишке киргизүү азимине салтанаттуу түрдө кош келиңиздер. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на торжественный запуск Таласского золоторудного комбината месторождения Джируй. Джируй. Больше 1000 человек 4 года работали здесь над созданием одного из самых крупных производственных объектов в Кыргызстане – Таласского золоторудного комбината. Сложная высокотехнологичная система уже скоро покажет себя в действии. Готовность 100%. В чем уникальность этого объекта? И почему специалисты называют его одним из самых безопасных для экологии? Давайте разбираться. Начнем с того, что место для золотоизвлекательной фабрики, или как ее сокращенно называют ЗИФ, выбрано довольно необычное. 40 минут езды от карьера, где добывают руду. Это сложно и затратно, но зато экологически безопасно. Дело в том, что площадки ЗИФ и хвостохранилища находятся в большой естественной впадине, бесточной и со всех сторон защищенной горами. Специалистами определено лучшее место для фабрики – природный котлован, расположенный подальше от водных источников, ледников и сейсмических разломов. От ближайших населенных пунктов ЗИФ и хвостохранилища расположены на безопасном расстоянии. Они не входят в санитарно-защитную зону. Хвостохранилище Джируя – это сложная и интересная система. Противофильтрационный экран состоит из 5 слоев. Этот 5-слойный экран способен выдерживать немыслимые нагрузки за счет высококачественных свойств геомембраны. По отношению к среднемноголетнему стоку реки Туш-Ашу забор воды для технологических нужд составит 0,5%. Это мизерный объем, который не повлияет на хозяйственную деятельность населения Таласской долины. Благодаря современным технологиям, потенциальные воздействия на окружающую среду от разработки месторождения Джируй будут минимальными. Вредные вещества не смогут просочиться ни в почву, ни в воду. После завершения работы золотодобытчики вернут природе ее первозданное состояние. Уже совсем скоро сложную систему добычи и высокотехнологичной переработки руды, аналогов которой в Кыргызстане нет, можно будет увидеть в работе. Сумма инвестиций в Джируй составит $600 миллионов. Официальное вступительное слово предоставляется президенту группы «Альянс» Мусе Юсуповичу Бажаеву. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Садыр Нуркоджоевич, уважаемые коллеги. Сегодня мы не просто запускаем золоторудный комбинат, мы открываем новую страницу в истории взаимодействия стратегических партнеров Российской Федерации и Кыргызской Республики. Джируй – это также пилотный проект в формате евразийского сотрудничества, в реализации которого принимали участие компании России, Киргизской Республики и Казахстана. Стратегическим партнером по финансированию проекта стал Российский банк ВТБ. Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо Андрею Леонидовичу Костину и всей команде группы ВТБ. Большое вам спасибо за то, что поддержали. Вы выделили нам $190 миллионов проекта финансирования, и благодаря этому мы сегодня запускаем проект.
Золоторудный комбинат – передовое, экологически чистое и безопасное производство, использующее самые современные технологии. Отходы производства безопасны, гарантируется нулевой сброс в окружающую среду. Золотоизвлекательная фабрика будет перерабатывать 1,5 миллиона тысяч тонн руды и выпускать 5 тонн золота в год. Золоторудный комбинат создает более 1000 рабочих мест, и еще более 2000 человек обеспечивается работой смежных производств в Таласской области. Причем граждане Кыргызстана составят более 90% занятых на комбинате. Инвестиции в Джеруй на сегодня превысили 400 миллионов долларов США, а за весь период реализации составят более 600 миллионов. Киргизская республика получит от Джеруя более $1 миллиарда налоговых платежей и отчислений в социальные фонды. Нами создан фонд благосостояния Бакубат-Талас, в который мы вкладываем по $2 миллиона США ежегодно. Всего вложим более 50 миллионов. Эти средства используются на социальную поддержку, оказывается помощь малоимущим, строятся школы, содействие получает мелкий и средний бизнес Таласской области. Проект реализован в определяющей степени благодаря поддержке со стороны высшего государственного руководства России и Киргизстана. И сегодня от имени тысяч людей, которые работали на строительстве и которые будут трудиться на комбинате, хотел бы выразить глубокую признательность президентам наших стран за то, что этот проект стал возможным. Муса Юсупович, благодарим за озвученную речь. Позвольте следующее слово предоставить председателю правления банка ВТБ Андрею Леонидовичу Костину. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Садыр Нургажоевич, уважаемые коллеги, за 30 лет своей работы группа ВТБ неоднократно выступала надежным финансовым партнером масштабных промышленных инфраструктурных проектов. Содействуем деятельности российских компаний на международных рынках. Активно работаем на евразийском пространстве в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане. Запуск Таласского золоторудного комбината – наш дебютный проект в Киргизии и крупнейший в республике с российским участием. Общая сумма финансирования составляет эквивалент $190 миллионов. Комбинат выводит на качественно новый уровень важную для Киргизии горнодобывающую отрасль. Экономика страны получила уникальный производственный объект. Здесь обеспечен полный цикл от добычи руды до извлечения золота. Для нас, как инвесторов, по-настоящему особенным этот проект делает поддержка президентов двух стран. Ведь выход на новый рынок – это всегда большие риски. Законодательные, регуляторные, коммерческие. От меморандума о намерениях до их реализации порой проходят годы и даже десятилетия. Можно смело утверждать, что проекту Джеруй в этом отношении повезло. Динамичный старт был дан всего 2 года назад в ходе государственного визита в Киргизию президента России. Убежден, что внимание глав наших государств, отношения взаимного доверия и стратегического партнерства между Россией и Киргизией существенно снизили все риски для инвестиций, что и позволило реализовать наши планы в такие короткие сроки. Сегодняшнее событие также напоминает нам о фундаментальных экономических ценностях. На протяжении тысячелетий золото было и остается важнейшим ресурсом. Достаточно сказать, что с момента вхождения банка ВТБ в проект Джеруй мировые цены на этот металл выросли на 30%. Поэтому думаю, что даже с учетом возрастающей роли новой экономики, промышленный и инвестиционный спрос на золото останется высоким еще многие-многие годы. Так что за процветание комбината можно не волноваться. Поздравляю всех нас с запуском Таласского золоторудного комбината. В добрый путь. Спасибо. Андрей Леонидович, выражаем благодарность за поздравления. И позвольте предоставить слово президенту Кыргызской республики Садыру Нуркожоевичу Джапарову. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники сегодняшней знаменательной встречи. Приветствую всех вас на столь долгожданном и важном для нашей страны событии
торжественной церемонии запуска Таласского золоторудного комбината на месторождении Джеруй. Позвольте выразить вам признательность, уважаемый Владимир Владимирович, за ваше личное участие в сегодняшнем мероприятии. Хочу заметить, что совместное открытие золоторудного комбината свидетельствует о тесном партнерстве и динамично развивающихся отношениях между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией. Месторождение Джеруй является одним из крупных месторождений нашей страны, которое было открыто полвека назад. Мы все знаем, сколько времени и сил было потрачено на переговоры по вопросам принятия и реализации инвестиционного решения. Мы хотим поблагодарить наших инвесторов, группы компаний «Альянс» за инвестирование в экономику Кыргызстана. С момента приобретения лицензии на право разработки рудника компания «Альянс Алтын» прошла большой путь. И уже сейчас в нашей стране торжественно запускается инвестиционный проект с российским участием, который внесет весомый вклад в устойчивое развитие Таласской области и всего Кыргызстана в целом. В рамках осуществления деятельности инвесторами отчислено почти 1,5 миллиарда сомов в бюджет и в небюджетные фонды в виде налогов и неналоговых платежей. А после запуска комбината объем платежей в бюджет увеличится. Отрадно отметить, что общее количество вовлеченных в проект сотрудников составит порядка 1000 человек, из которых более 95% граждане Кыргызской Республики. Пользуясь случаем, позвольте поздравить всех с началом важного периода в реализации масштабного кыргызско-российского проекта по разработке месторождения Джеруй. Уважаемые друзья, сегодня Кыргызстан и Россию связывают особые отношения союзничества и дружбы. В конце прошлого месяца я совершил свой первый зарубежный визит на посту президента Кыргызской Республики в Российскую Федерацию. С удовлетворением могу отметить, что встреча с вами, уважаемый Владимир Владимирович, прошла весьма продуктивно. Мы договорились укреплять и наращивать многоплановые и долгосрочные сотрудничества между нашими странами, а также вывести их на новый, еще более качественный уровень. Уже сегодня мы вместе принимаем участие в запуске стратегически важного для Кыргызстана проекта, который, без всяких сомнений, послужит успешным примером инвестиционного сотрудничества между нашими странами. Для нас весьма важно обеспечить инвесторам беспрепятственную работу, в связи с чем мною одними из первых подписаны указы о защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов, а также о реформировании горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики, тем самым взять соответствующий курс на последовательную твердую политику в данных направлениях. Вместе с тем хочу обратить особое внимание на два важных момента. Первый – на необходимость дальнейшего усиления всестороннего диалога между предприятием и местным населением. Второй – на необходимость соблюдения всех имеющихся экологических требований при разработке месторождения. Хочу заверить, что Кыргызская Республика и впредь будет поддерживать подобные проекты, которые способствуют повышению потенциала горной промышленности, разумеется, развитию экономики страны в целом. Мы всегда рады приходу российских инвестиций на кыргызский рынок. Уважаемые участники встречи, на сегодня Джеруй является крупнейшим в стране действующим инвестиционным проектом с привлечением Российского государственного банка. Уверен, что наша совместная деятельность положительно отразится на имидже страны для других крупных вложений в экономику Кыргызстана. А успешная реализация проекта Джеруй даст мощный импульс развитию инвестиционного потенциала республики. Еще раз разрешите поблагодарить вас, уважаемый Владимир Владимирович, за вашу личную поддержку в реализации данного проекта. Хочу также выразить благодарность всем, кто внес и продолжает вносить свой посильный вклад в развитие проекта Джеруй, в частности, президента группы «Альянс» Мусу Юсуповича Бажаева, который своей верой и твердой решимостью смог осуществить
изначально заложенные намерения, способствующие укреплению дружеских отношений двух стран. Позвольте поздравить всех со знаменательным событием и пожелать успехов команде «Альянс Алтын» в реализации проекта «Джеруй». Урматтуу мекендештерим, урматтуу талас чергебиздин кымбаттуу эли, куттуу талас чергеси, кулаалы таптап куш кылган, курама жыйып журт кылган Айкөл Манас атабыздын ордосу турган жер. Талас бүгүн да элибиздин ыйык жери, рухий ордосу. Ошондой эле куттуу Талас аймагында көптөгөн улуттар ынтымакта жашап, өлкөбүздүн өнүгүүсү үчүн биргелешип эмгектенип келген. Мына ушул ынтымактын, данакерликтин күбөсү катары бүгүн Россия Федерациясынын башчысы, бийик мартабалуу коногубуз Владимир Владимирович Путиндин телекөпүрө аркылуу катышуусу менен Талас чергесинде Джеруй алтын кенин иштетүү башталганы турат. Урматтуу калайык журтум, бул долбоорду ишке ашыруу республикабыздын, анын ичинде Талас облусунун экономикасынын өсүшүнө оң таасир берет деп ишенебиз. Джеруй алтын кенинде алтын казылып башталгандан кийин жылына Талас облусунун ар айыл өкмөттөрүнө өнүктүрүүгө миллиондогон сомдор которулуп берилип турат. Ал эми миллиарддаган сом мамлекеттик бюджеттин казынасына түшөт. Бул демек бюджеттин көлөмү бир кыйла өсөт дегенди билдирет. Ооба, алтын каздырбайбыз деп нааразычылык кылгандар да бар. Бирок эбактан бери ушунча каражат сарптап, бардык иштер бүтүп, иш башталып калгандан кийин токтото албайбыз. Токтотуп коюунун арты эл аралык сот демде менен бүтөт, аны касиеттүү эл сиздер жакшы билесиздер. Ошондуктан ынтымак менен, сүйлөшүүлөр жолу менен бардык маселелерди чечип алабыз. Каршы болгондор сабыр этип туруңуздар. Урматтуу таластык туугандар, Талас жеринде жалпы улуттук ынтымак, биримдик жөнүндө айтып жатканымдын себеби касиеттүү Талас кыргызды кураган, журт кылган ыйык жер, Айкөл Манастын хан ордосу, эли да акылдуу эл. Кыргыз мамлекетинин, кыргыздардын улуттук өзөгү, улуттук тамыры да ушул касиеттүү Таластан башталат. Алдыбызда турган максат чоң, тилек бир. Ал өлкөбүздүн келечеги, бакубатчылыгы, элибиздин жыргалчылыгы. Ага жетүү үчүн элибиздин биримдиги, өлкөнүн туруктуулугу аба менен суудай керек. Ушуну эч убакта унутпайлы. Бардыгыңыздарга дагы бир жолу ыраазычылыгымды билдирем. Касиеттүү Таластын тургундары, Айкөлдүн тукумдары бар болуңуздар. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Спасибо за внимание. Садыр Нуркожевич, ыраазычылык билдиребиз. Благодарим за озвученную речь. И позвольте предоставить слово президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Уважаемый господин президент, дорогие друзья, дамы и господа, начало работы Таласского золоторудного комбината на месторождении Джеруй имеет действительно важное значение для российско-киргизского экономического сотрудничества и в целом для дальнейшего укрепления партнерских, союзнических отношений между нашими странами. Полностью в этом согласен с Садыром Нургожоевичем Шапаровым. Успешно осуществлен один из самых масштабных совместных проектов. Руководители группы «Альянс» и банка ВТБ уже рассказали о том, сколько сил и средств было вложено в освоение месторождения Джеруй и строительство Таласского золоторудного комбината. Со своей стороны подчеркну, что речь действительно идет о рекордных объемах российских инвестиций на территории Киргизии, которые составят порядка 600 миллионов долларов. На Таласском горнодобывающем комплексе будут использованы самые передовые технологии и оборудование, в том числе соответствующие всем природоохранным нормам и стандартам. И это позволит эффективно и без ущерба для окружающей среды добывать до 5 тонн золота в год. Отмечу, что месторождение Джеруй, руда с которого будет поступать на Таласский комбинат, было разведано, как президент Кыргызстана уже только что сказал, советскими геологами еще в 1968 году. Тогда ученые определили, что запасы золота на нем составляют порядка 90 тонн, а серебра 25 тонн.
Следовательно, это предприятие будет обеспечено ресурсной базой для стабильной работы на годы вперед. На комбинате создается более 1000 рабочих мест. Появятся новые возможности для трудоустройства местного населения. Малые и средние предприятия Таласской области будут обеспечены выгодными заказами на поставку товаров и услуг для нужд комбината. Российские инвесторы также нацелены оказывать серьезное финансовое содействие социальному развитию Таласской области. Вот руководитель предприятия уже сказал, для этих целей учрежден специальный фонд, куда будут ежегодно перечисляться до $2 миллионов. Почти половина этих средств пойдет на реализацию социально значимых проектов в регионе, а остальная часть на льготное кредитование бизнеса. Иными словами, деятельность нового золотодобывающего предприятия принесет существенные выгоды для Таласской области, так и для всей экономики Кыргызстана в целом. Значительные доходы получит государственный бюджет. Президент уже об этом сказал. Комбинат уже перечислил в киргизскую казну $100 миллионов в качестве платы за лицензию на использование месторождения Джируй. По имеющимся оценкам, в дальнейшем налоговые платежи действительно вырастут, и в бюджет Киргизии составит 70 примерно миллионов долларов в год. И в заключение хотел бы поблагодарить всех российских и киргизских соучредителей, инвесторов Таласского золоторудного комбината, сотрудников этого предприятия, инженеров, рабочих, которые были заняты на его строительстве, за слаженную и эффективную работу. И, конечно, хотел бы выразить признательность руководству Киргизии и лично Садыру Нургажуевичу за внимание к интересам российских экономических операторов и усилия по формированию благоприятного инвестиционного климата в Киргизской республике. Рассчитываем, что новое предприятие будет и впредь пользоваться поддержкой со стороны киргизских властей. Повторю, реализация этого важного совместного проекта станет символом успешного развития многопланового взаимовыгодного российско-киргизского партнерства и крепкой дружбы между нашими народами, что полностью соответствует духу договоренностей, достигнутых в ходе недавнего рабочего визита президента Киргизии в Москву. Мы благодарны за то, что вы совершили свой первый зарубежный визит именно в нашу столицу. Я надеюсь, что все усилия, которые мы вместе предпринимаем для того, чтобы сотрудничать вместе на экономическом поприще, те средства, которые и ранее были направлены на то, чтобы Кыргызстан стал полноправным членом нашего экономического объединения Евразес, а эти средства значительные, они исчисляются сотнями миллионов долларов, что вот все эти наши совместные усилия будут и дальше способствовать реализации крупных, экономически выгодных для обеих сторон промышленных проектов. Я хочу пожелать вам всего самого доброго, всем участникам этого процесса. И благодарю вас за внимание. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, благодарим за произнесенную речь. И для официального запуска Таласского золоторудного комбината месторождения Джируй на сцену приглашается президент группы «Альянс» Муса Юсупович Бажаев. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Садыр Нургажоевич, разрешите запуск Таласского золоторудного комбината месторождения Джируй. Начинается? Разрешаю. Уважаемые дорогие дамы и господа, поздравляем с официальным запуском Таласского золоторудного комбината месторождения Джируй. Уважаемые главы государств, есть возможность поздравить. Уважаемый Владимир Владимирович,
еще раз хочу выразить вам огромную благодарность за участие в открытии месторождения Джируи. Желаю Алтын Альянсу удачи и всем присутствующим. Спасибо еще раз. Садыр Нургажевич, до встречи. Всего доброго. Уважаемые главы государств, благодарим за поздравления.